Деревянная часовня – главная достопримечательность сыктывдинской деревни Щойты. Ее построили где-то на переломе 19 и 20 века. Осветили в честь патриарха Иерусалимского Модеста. А вот службы продолжались недолго. В годы гонений на церковь святыню перепрофилировали под зернохранилище. И очень много этих икон тоже так в кучу сложили и хотели поджечь. Потом кто-то сказал тому организатору, который этот костер организовывал, сказали, что у тебя жена там рожает, иди. И он убежал. И он, когда побежал, все жители взяли себе по иконе и растащили по домам. В 91-м местные часовню решили восстановить всем миром. Средств у деревенских, конечно, было немного. Тогда и появилась идея зарабатывать на туристах, чтобы уже с их помощью продолжить работы. Здесь поселились первые жители на территории Сыктывдинского района. Впрочем, первая точка маршрута «Парное молоко» не Щойты, а соседнее село Озел. Ему в этом году исполняется 340 лет. Об истории населенного пункта туристам готовы рассказывать в местной библиотеке. Здесь собраны предметы быта и памятные вещи, когда-то принадлежавшие сельчанам. К слову, местные краеведы до сих пор ведут исследовательскую работу, буквально по крупицам собирая факты из истории своей малой родины. А вот и сама Щойты расположилась на холме, так что с окраин открывается захватывающий вид. Здесь гостей встречает Ольга Беляева, председатель местного ТОСа. Именно ей принадлежит идея создания турмаршрута. Я не знаю, с чего это началось, этот туристический маршрут. Думаю, что это, никто не знает про нашу деревню, давай-ка мы что-нибудь организуем. И я тут услышала, что какие-то экскурсии могут проводить. Ага, и начала на эту тему работать. Часовня – первый и, наверное, главный пункт деревенской части турмаршрута. После гостям предлагают пройти в дом, выпить чая или того самого парного молока. К слову, когда-то он принадлежал супруге нашего именитого земляка, автора пьесы, ставшей кино «Свадьба с приданым», драматурга Николая Дьяконова. Теперь здесь музей крестьянского быта, причем контактный, все экспонаты можно и даже нужно трогать. Мол, только так можно понять, как жили крестьяне больше века назад. С первого же дня, когда мы наработали, я начала музей собирать. Экспонаты с чердаков, с подвалов, с жителями просила, чтобы приносили старые вещи. И вот это завязалось, этот музей у нас с первого дня. Название родилось случайно. В Щойты приехали туристы, которых угостили молоком. Руководитель группы тогда сказал Ольге Беляевой: а назовите маршрут «Парное молоко». Так и сделали. Сегодня этот проект агротуризма обладатель множества грантов. Организаторы признаются, работы предстоит много, но им все по силам. В планах мастер-классы, прогулки по местным красотам, установка дорожных указателей, разработка сувениров. Я понимаю, что такие подобные туристские маршруты, они будут востребованы, потому что людям хочется провести время на природе, с семьей, с детьми, с друзьями. Это факт. Кстати, добраться до Щойты можно лишь зимой и летом. В период распутицы заречная деревня от большой земли отрезана. Это, конечно, развитию туризма не сильно способствует, но местные уверены, было бы желание. Их усилия оценили и зарубежные гости. Недавно приезжали гости из Японии. Чистый воздух, уютный быт и тишина глубинки. В общем, все, что нужно тому, кто устал от шума и суеты большого города. А парное молоко здесь – приятное дополнение. Евгений Стокос, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.